Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что вас ждет и что с вами случится в ближайшие 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какие интересные знаки. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Я хочу начать вот именно с этого фрагмента. Здесь какой-то крутой холм, крутая гора. Женщина очень медленно, но уверенно всходит на эту крутую гору. И остаются буквально вот последние шажочки, и она у своей цели. Смотрите, каким бы сложным ни был ваш путь, сколько бы проблем, всяких неприятностей вы не встретили на своем пути, продолжайте. Вы как никогда близки к своей цели. Кстати, последние все отсыпки об этом и говорят. Да? Тут осталось последние там несколько метров, последние несколько шагов. Пожалуйста, продолжайте. И еще вижу, что вы неожиданно для себя от какого-то малознакомого человека получите очень мощную поддержку. Да? Человек вас начнет поддерживать, вас верить, как-то вас мотивировать. Ну, вплоть до того, что, не знаю, подталкивать, помогать вам в этом восхождении. То есть у женщин вот-вот все получится, вот-вот и вы своего достигнете. Так что, мои хорошие, все еще будет. Обязательно будет. Главное, не останавливайтесь. Так, в самом низу нам показывают мужчину. Мужчина, который как с долгами рассчитывается. Что он делает? Может быть, он должен вам, и он будет рассчитываться с вами. Может, он должен кому-то и будет рассчитываться. Может быть, это и не денежные долги. Может быть, это какие-то обязательства, которые имеет этот мужчина. Но я вижу, что он выполняет то, что должен. Да? Вот то, что на себя взял, он выполняет. Не могу сказать, что он это все сделает в полном объеме, в лучшем виде, но будет стараться. И вы будете это видеть. Что он старается, что он молодец и держит свое слово, да, либо выполняет свои обязательства. Конечно, он тут влево периодически посматривает, но тем не менее, худо-бедно, но слово сдержит. То, что должен, то и выполнит. Сережка у вас тут внизу лежит, раскрылась. Мои хорошие, во-первых, проверьте крепление на ваших любимых сережках. Это первый момент. Береженого Бог бережет. Второй момент. Сережка — это все-таки узнать какую-то важную информацию. С правой стороны. Для себя важную информацию вы сможете узнать каким-то случайным образом. То есть вы не ищете, либо вы, вы хотите, но не знаете как, не знаете где, у кого. И вот как услышите, подслушаете, либо информация сама на вас придет. Вообще раскрылась сережка, это открылась тайна. Да? Открылись глаза, открылась тайна. Вот с вашей стороны, с правой. То есть это для вас будет полезно. Слева человек, который окажется в гордом одиночестве. Нет, не в гордом, просто в одиночестве. Человек, от которого все отвернутся после каких-то слов этого человека. Не знаю, то ли по глупости, то ли по дурости, то ли еще по каким причинам. Может, заболел этот человек. Что-то такое начнет говорить,
что будет отворачивать от него либо от нее людей. А вы давно знали, что с этим человеком нельзя иметь дело, либо вы всем говорили, что этот человек нехороший, а теперь как будто бы люди все убеждаются. И даже самые там преданные друзья этого человека тоже отвернутся. Человек остается один, как перст. Один, как перст. На вас, кстати, вот это произведет очень хорошее впечатление. Да? Вот эта сама по себе ситуация, когда человек всех ухитрится настроить против себя. И опять же, вы торжествуете, потому что вы изначально были правы. А этот человек прям один. Один, совсем один. Так, здесь странное поведение кого-то из родственников, либо кого-то из друзей. Человек очень странный какой-то, как действие, да, акт совершит. Может быть, просто вот возьмет и пропадет, исчезнет, куда-то уедет. Никому ничего не сказал, не сказала. Все там кинутся искать, там тревога, все на ногах, там с ног сбились, ищут этого человека. Окажется, что просто взял и уехал, либо взяла и уехала. Вот какой-то поступок совершает, который невозможно понять. Не ищите этого человека, либо не пытайтесь добиться правды. Правда всплывет. Может быть, человек даже сам все расскажет, но немножко позже, не в ближайшие 10 дней. Это точно. Но вот такая странность поведения произойдет. Тут мужчина. Большая очень лодка, и ему тяжело. Он пытается как-то ее управлять, да еще и грести надо, на весла, да, садиться. В общем, какая-то борьба, да, борьба у мужчины с лодкой. Лодка – это, во-первых, жизнь. Это что-то новое в жизни. Это трансформация в жизни. Это изменения в жизни. Он честно будет пытаться. Он по максимуму приложит сил. Но не все у него будет получаться, либо не все сразу получится. Опять же, вы все разные. У кого-то мужчина, может быть, там на работу пойдет, да, новая работа. У кого-то мужчина вдруг решит жизнь поменять, да, там, спортом заняться, либо там, от одной женщины уйти, к вам прийти. Да, вот может отыграться любая ситуация. Вот ему будет очень тяжело. Очень тяжело. И не все получится так, как он задумал, либо как вы это видите. Но здесь нужно дать ему скидочку, либо больше времени ему дать на вот эту перемену. Потому что лодка очень большая, а он один. И очень тяжело и грести, и управлять этой лодкой, понимаете? Ему будет тяжело. Если можете помочь, помогите. Либо хотя бы совет хороший дайте. Он вам будет весьма благодарен. Но не форсируйте события, не давите на него, и уж тем более не высмеивайте его вот эти потуги, да, что-то сделать, поменять. Поверьте, он для вас старается, потому что он даже смотрит на вас. Ему важно видеть ваше одобрение, либо хотя бы понимание, да. Вот. Не обижайте мужчин, девочки, не обижайте. В центре мужчина вас будет развлекать. А здесь какой-то мужчина, похож на эту лягушку, попытается на вас произвести впечатление. Это будет очень забавно, это будет очень интересно, зрелищно очень будет. То ли он кого-то будет просить, чтобы познакомили, то ли он сам придумает, разработает какой-то грандиозный план, как вас там завоевать, покорить, влюбить в себя. То есть он будет вокруг вас ходить чуть ли не с бубном. Вы за этим наблюдаете, вы просто будете, как нервно хихикать, да, вам просто будет интересно, да, до чего же он дойдет, либо на что он решится. Понятно, что это не ваш калибр, да, не ваш мужчина, но очень вы с ним позабавитесь. Он вас очень отвлечет, развлечет, и здесь просто экшен, да, такое зрелище. Очень занимательное и интересное. Вокруг вас ходят. Мне еще кажется, что мужчина младше вас по возрасту. Прям очень будет стараться обратить ваше внимание на себя. А цель, конечно, у него, чтобы вы влюбились. Прям влюбились и забылись, и были только его женщиной. Так, и еще с кем-то вам удастся очень по-хорошему, по-доброму, на выгодных для себя условиях договориться о чем-то. Вы так ни с кем не договаривались. Здесь прям будете крайне собой довольны.
Ну и человек, с кем вы будете договариваться, он прям такой податливый, как пластилинчик. Да, во все будет идти ну, на вашу сторону, соглашаться с вами, там, поддакивать вам. То есть просто как не против, да, не против, чтобы вы с ним договорились. Но договоренность, вижу, славная получится. Вы даже это будете как-то праздновать, отмечать. Скажете, ну вот я молодец, я постаралась, да, имею право себе что-то позволить. Может, даже домой придете, там тортик купите, с семьей покушаете. Скажете, ну вот мама молодец, да, либо папа молодец. Обо всем договорились. Хорошая договоренность, славная. Так, саранча. Ну, саранча это такой, знаете, знак. Во-первых, скандалы означает, а во-вторых, какие-то вредоносные последствия могут быть. Здесь вам скорее говорят быть поспокойней, не ввязываться в какие-то выяснения отношений, ну, разве что это вас не касается. И также можно трактовать, как не позволяйте себя обижать. Да? Потому что если человек раз вас обидел, и это сошло ему с рук, то у человека эти руки развязываются, да? Дальше больше начинается. Если вы видите, что люди рядом с вами ругаются, сделайте вид, что не видите, развернитесь и идите в противоположную сторону. Даже если это ваши прям друзья, даже если это прям ваши родственники, они там и поругаются, и помирятся, и без вас все решится, разрешится. Но если кто-то на вас там рявкает, тявкает, какие-то претензии к вам имеет, тогда нужно будет себя защищать, причем до конца. Ну, во всех смыслах этого слова. Так, чтобы вы вышли из этого спора победителем, либо чтобы у человека напрочь ушло желание дальше продолжать вас обижать. Неважно как, неважно чем, там, делами, словами, это уже не важно. Главное, чтобы с рук не сошло. Да? Иначе этот человек потом распоясается. Такое, знаете, как испытание даже вас ждет. Испытание. Испытание на прочность, на силу воли. Да? Ведь сила воли тоже нужна, когда знакомые люди ругаются. Да? Хочется ведь всегда влезть, помочь. Но ни в коем случае этого не делайте. Но и себя в обиду тоже не давайте. Так, какие-то бумажки, не бумажки. Что-то вы будете перебирать, причем в больших объемах, количествах. Может быть, даже читать что-то будете в больших объемах, количествах. Здесь какая-то необходимость возникнет. Ну, допустим, там, изучить какой-то договор, контракт, какие-то правила, законы. Может быть, даже подготовиться к чему-то. Прям читать много будете, впитываете глазами информацию. Много, большой объем идет, прям большой, и в какие-то сжатые сроки. Кстати, это не первый раз, когда я это вижу. По-моему, на кофе я видела, да, когда смотрела на ближайшие дни. Но тоже, вот знаете, как мозг будет активно очень работать. Так, а здесь у меня женщина из клетки выпускает птицу. Птица, кстати, большая, сильная птица. То ли вы кому-то будете помогать обрести свободу, может быть, даже за кого-то прям заступитесь. Скажете, все, хватит мариновать птицу, да, отпустите, дайте полетать. Может быть, вы будете топить за права своих детей, да, которые, например, по ощущениям, как будто бы в клетке. Может быть, вы добрая мама и есть строгий папа, который там заставляет детей дома сидеть, а вы такая: почему-то они не должны дома сидеть, пусть идут гуляют, погода хорошая, да, в таком ключе. Может быть, на работе там за кого-то заступитесь. Но птицу вы выпускаете. Кстати, еще вот такими птицами могут быть показаны моменты, когда вы берете на себя инициативу и кому-то первое пишете. Вы знаете, эта птица, она еще вернется. Причем вернется с большим таким огромным, гигантским спасибо в вашу сторону. Если вы кому-то поможете, человек вас обязательно 100 000 раз отблагодарит. Либо если вы кому-то первое напишете, то человек вам будет безумно благодарен за то, что вы первое написали. Так, еще слева. Здесь люди в каких-то карнавальных костюмах,
как, знаете, нарядились, замаскировались, и я не я, и шапка не моя, и вообще, да. Странное поведение. Странное, но вас не обманешь. У вас прям интуиция, что надо, сработает на все 100. Вас не провести, вас не обмануть. Каких-то людей, замаскированных, ряженых людей, вы сразу почувствуете. Почувствуете от этих людей неискренность и даже, возможно, как угрозу. Прям почувствуете, сами себя понимать не будете, а ноги, знаете, как на выход понесут. Да, прям обострится у вас интуиция. Может быть, эти люди бандиты, может, мошенники, может, еще какие-то там лихие люди. Но вы их прям почувствуете. Здесь двое. Двое ряженых, которых вы почувствуете. Вы и себе поможете, и еще кого-то предупредите. Да? А, кстати, кому-то из вас еще помимо всего прочего за несколько дней до этого события прям сны будут сниться, предупреждающие. Ну, понятно, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Так, вижу вас за какой-то трибуной, и вы как будто бы речь толкаете. А в подоле у вас знак бесконечности. Серьезный знак с правой стороны. Во-первых, вы кого-то переговорите, на место поставите. Во-вторых, вы, может быть, действительно в себе откроете талант оратора, спикера. Да? То есть есть у вас талант к этому, да, общаться, вещать, обучать, растолковывать, объяснять, подавать информацию правильно. Даже если простыми словами. Да, вот это есть у вас. Не дать, не взять, это есть уже. Вы с этим родились. Да, и, возможно, такой случай вам в жизни идет, когда вы себя должны раскрыть. Смотрите, однажды выступив перед людьми, даже перед небольшим количеством людей, там маленькая группа людей, вы потом постоянно будете это делать. Да, потому что знак бесконечности идет в подоле. Вы себя раскрываете. А может быть, вы стендап-комик, да, у вас к этому талант, и вы там готовитесь, либо экспромт у вас будет, да, произведете на всех впечатление и скажете, почему нет? Эти люди зарабатывают большие деньги, мне это нравится, я хочу этим заниматься. А может быть, вы запишете, не знаю, там видео, допустим, вы что-то знаете, чем-то владеете, какие-то секреты, лайфхаки, и вы об этом расскажете, и людям это зайдет, людям это очень понравится, это торкнет людей, да, и тут начнется ваша вот эта карьера спикера, талантливого ведущего. Почему нет? Ну, где-то вы точно будете выступать, какую-то речь, вот что-то вы говорите, и все вас слушают с замиранием сердца. И вы понимаете, что вам это нравится. Да, и как-то стесняться даже перестанете. Так, здесь у вас птичка с очень длинным клювом. Птичка. Кто-то будет пытаться совать свой нос в ваши дела. Птичка очень назойливая, и от нее будет крайне трудно избавиться. Прям крайне трудно. Да, будет ходить за вами по пятам и постоянно лезть. Ну что там, ну как там, ну расскажи, хочу знать. Кстати, не только у вас будут спрашивать, но и у всех, кто вас знает, будут расспрашивать о вас. Мне почему-то кажется, что это какой-то назойливый поклонник. Вы меня извините, у кого-то так и отыграется. Назойливый поклонник, который хочет все о вас знать. Ну, у кого-то отыграется там назойливая, может быть, родственница, либо подруга, либо соседка, да, которая интересуется чужими жизнями, своей не живет. Ну, в общем, да, птичка за вами бегать будет. Она хоть и небольшая, но, понимаете, ее как-то много. Да, она везде, ее много. Так, летучая мышь на выход вправо. Чего-то вы бояться перестанете. Это страх. Это комплекс, это внутренние шоры. Что-то есть, да, вот что вы себе не позволяете, чего вы боитесь, чего вы опасаетесь, в чем вы очень крайне не уверены. Вы перестанете бояться, вы перестанете комплексовать, вы перестанете зажиматься вот в какой-то теме, либо в какой-то ситуации. То есть мышь вылетает из вашей жизни. Я вас поздравляю, это сильно. Не каждому удается побороть свои комплексы.
Не каждому удается справиться со своими страхами, а у вас получится. Действительно получится. С одной летучей мышью вы точно попрощаетесь. Так, еще с левой стороны женщина. Женщина, которая куда-то собирается уходить и уезжать. Женщина отъезду, которой вы будете очень рады. Но есть одно большое но. Эта женщина будет очень медленно уезжать. Прям невероятно медленно. Здесь больше разговоров о том, что она куда-то уезжает, чем конкретных действий. Она как-то прям совсем заранее начнет об этом говорить. Вы, пожалуйста, не обольщайтесь, наберитесь терпения, все равно рано или поздно она уедет. Вот все эти 10 дней она только лишь будет говорить о том, что она уедет. И очень медленно собирать свои вещи. Вот. Настолько медленно, что у вас даже глаз может дергаться на нее, либо при упоминании ее имени начнет дергаться глаз. Вот. Наберитесь терпения, она уедет, но это будет не через 10 дней, к сожалению, это будет чуть попозже. Причем, возможно, даже и не чуть, прям сильно попозже. Вот. Наберитесь терпения, она все равно уедет. Вот такая вот она, знаете, как заноза, да. Очень сложно от нее избавиться. И вообще по жизни она такая медленная. Вот здесь нужно будет набраться терпения. Так, еще какая-то встреча интересная у вас произойдет. Встреча с человеком, которого вы знаете, либо когда-то давно знали этого человека. Вы очень сильно поменялись, и человек очень сильно поменялся. Здесь даже какой-то конфуз может произойти. Вроде как лицо знакомое, а вспомнить очень сложно, кто этот человек. Слушайте, вы долго будете напрягаться, вспоминая, откуда я знаю этого человека. А потом еще дольше будете вспоминать, что вас раньше связывало, в каких отношениях вы были. Но встреча сама по себе очень хорошая. Плюс я вижу, тот, с кем вы встретитесь, либо та, с кем вы встретитесь в жизни, неплохо устроился человек, очень даже неплохо. И человек сам по себе очень добрый, открытый и может вам здоровски в жизни помочь. Так что встреча очень даже и неплохая. Странная, конечно, но неплохая. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.